скажем, на Гродненщине вельми активно развивается фольклорный рух. Развивается. И молодь, и дети вот, переймають і музику по слиху, переймають. І, наприклад, мені відомо, навчають дітей в музичних школах місцевої традиції, що вельми важливо. Тому будемо сподіватися, що традиція Городенщини і менавіта Малинчика хотілося, як більше долучалося і педагогів, наставників, і дітей до этой традиции, когда ее хотел послухать, то учил процесс пойдет переймания и таким чином захования. Ну, тут же тоже, наверное, вопрос наличия, так сказать, супольности, где эта музыка может играть. То есть нужно научиться, разучиться и как бы, научиться играть так, как играл Малинчик, но если нету соответствующего... Видите, ну, може не так, як Малинчик, да? Але сьогодні мінська молодь вельми активна по всій країні їздить. Це цікавить і пісні, і обряди, і звичаї, і танці, і вечеринки проводять далеко від Мінська. Вот это той приклад, коли город вертає вёсы, их же традицию. Это вельми классно. У меня еще одна заувага, что той вариант, который назвал Микола Алексеевич, это правда вельми важно, обновление такой повеси поколению, але все-таки он так иначе связаны с субкультурой, да? Ну, люди, которые цікавятся фольклором, это субкультура. И Беларусь это не країна переможного фольклора, да? Здесь кожного танцлятора учить избираются пару и танцуют на стадионе, да? И напевно она уже николи не станет такой краиной. И поэтому этот рух, который отбывается, который может быть ширится, активно, или все-таки это субкультурный. Але я бы хотел поглядеть на Малинчика з іншого боку. Врешті-решт, Малинчик може стати таким референтним персонажем для спілкування людей з різними музичними густами. Ну, як свестись між собою человек, который цікавится фольклором, может быть, навіть не королевым, ну, или некими его интерпретациями, тиражировками. Еще кто-то любит эмби, отвечал одностайно, да? А вот вельми тяжко, нема огульных персонажей, нема огульных глеб. Мне здається, что такого кшталту видатні, експериментальні, конечно, яны такое огульное глебы ствараюць. И добра, что вот якраз Малинчиком мы знайшли якраз час для этого, и он может стать вот таким вот персонажем. Ну, врешті-решт, Малинчика треба брендировать однозначно. Починаючи от артикулу у Википедии, да, и заканчиваючи самыми разными вариантами представления за межой, просто как люди ведали, что вот такие музыкант белорусский есть. Ну, я думаю, что эта ситуация, на жаль, выглядает трошки больше инструментально, чему уявляет. Ситуация вельми подобная до истории белорусской маляванки. Как не было Алины Киш, никто не говорил вовремя про основание такого феномена белорусской маляванки. И десятки мужчин и женщин, которые этим занимались, да, и они так застались анонимными персонажами. И не было ніякого музея белорусской маляванки. И не было этой нишевой вялизной культуры, когда все, особенно в прошлые 5 годов, рынулись ратовать свои души, травмованные ратовать белорусскую маляванку. Да? И все это прикрывается, давайте такой грубый срок, потому что у нас была Алена Киш. Это безумовная величина, где мы начинаем отличие восстания. Вот это не Алена Киш, это больше, чем Алена Киш, а это, вот, конечно, меньше, чем Алена Киш. Да? Я думаю, что Малинчик, натурально, что нема тут технологии, а Малинчик перспективно может стать таким персонажем, от которого можно отбудовывать некую новое явление про белорусский фольклор. Скажем, что противопоставляючи Типравновича, Малинчика з сучасним сценічним фольклором. Чому, скажем, нам він не подобається, а Малинчик нам подобається. Що в його є, а в этом нема. Да? Правновича з іншими музикантами. Ясно, що феномен Малинчика у великой ступени зв'язаний ще з його персоною. Як і у випадку з Аленой Киш, це трагічна персона.
большасць беларускіх музыкантаў народных не трагічныя персонажы. Это вельмі таленавітыя, сярэдне таленавітыя, менш таленавітыя, але мужики, которые кормят свиней, косят траву, ездят в лес, там, але и при этом еще там час от часу играет на веселье. Маленчик так само был мужиком, большую частку своего життя, вёсковым человеком, селянином, але при этом его не было сям'і власної. Він оженився тільки під кінець життя, і так само така вельми драматична історія. Його не було власних дітей, його не було працьованого стажу. Уже можна загадати про це, да, що називається, чоловіком. Вельми хворів, його не було зроку, подобно, что его были вельми специфичные психологичный стан, в котором он прожил свою жизнь, стан, в котором ему было довольно легко отключиться от новокольной силы. Ну, такие романтичный персонаж, абсолютно вот, ну, конца 19 століття, да, варіант. Вельми добре вписується на вот лекала сучасної масової культури, да, вот такі от. А з одного боку. А з другого боку, якби нібито зараз я такі описую речі цинічні, а сучасники маленько казали, что они плакали, сидячи на весельях. Без всяких там маркетинговых штучек, да, там эмоций, просто рыдали и плакали. Хотя, как мы с вами видели, школьная музыка под это не заточена. Она заточена под зовсім іншу динаміку, зовсім інше взаимодействие со светом, треба рухаться, треба танцевать, да, а тут он так играл, что я плакал, знаете, мужчина там 80 лет. Это означает, что маленчик это временно наша трапная знаходка, і мені здається, що ми потратили вільну удалу зиму, мовчимо з этого проєкту, такого експериментального, такого не академічного, такого ружового, подозревного, не профессионального ружового, не знаю. Может быть, почнется некое новое выбудовывание, кристаллизация бренда белорусской вёсковой музыки в целом, да, потому что, конечно, это не один маленчик, это тысячи скрипачов, тысячи цимбалистов, это гармонисты, это капеллы, и зараз уже по ходу хочу прорекламовать другие проекты, хотя там, скажем, Алексей Шумакович денежая на YouTube, зараз завершается в ближайшие дни выкладание опошних роликов с архива Микола Алексеевича, архива танцевального фольклора Брестской области, гигантские фольклоры, это только, пятая участка это архива, да, и там масса проставленная шиковных, першоклассных музыкантов. Так что маленьчик не один у нас был, не один такий персонаж, а ён вельми вдало трапляє у чакання. То, що ми чекаємо, зараз це така фольклора. Вот это мои такие материалы. Хотел еще додать, да, что Маленчик не только акомпанував танцем, худким танцем, да, але ён супроводжав кожную весельную з'яву. Кожную весельную з'яву. Это вельми важно. Ось, проводы молодых, встреча молодых, каравай, ну и так далее. Это все, что связано с весельем, кожная з'ява им супроводжалась. Это вельми важно. Я потому что диапазон майстра вельми великий. И он был импровизатор. Запаливался вельми редко запаливался, ну душа такая его, да. Он поэт внутри. Вот. А коли он запаливался, то багато в рамках одной темы, багато всяких было варіантів. Мається на увазі до танців. І тому під його музику легко танцювалося. Дякую. Да, ну, наверное, мы с нашей разговорной частью подходим к завершению. А питання? Питання сейчас. Так. Дякую. Отець. Питання. Я більше питання.